С историей непосредственно связана и идеология, и коснуться того исторического дискурса, который существует. Почему? Потому что это очень важно, потому что мы знаем, что, в общем-то, бытие формирует сознание, и наоборот. Вот если брать самые одиозные примеры, допустим, если, значит, подается какой-то ложный исторический дискурс, общество деформируется. И вот, допустим, пример фашистской Германии мы знаем, когда, значит, германскому народу вдалбливали в голову, что вот они там арийцы там какие-то, и, значит, чем это все закончилось, мы это все знаем по истории. Вот. Что касается истории племен Мэн, я тут большой доклад заготовил, но сейчас я вижу, что как бы регламент не тот. Наверное, историческую часть опущу. Скажу, что только племя Мэн, как уже здесь говорилось, является одно из самых крупных башкирских подразделений. Совокупно, наверное, насчитывает около 100 тысяч человек. И, в общем-то, если мы посмотрим на зону их расселения, исторических их вотчинных земель, то они вот как вот таким стержнем проходят от юго-запада нашей республики и вот прямо до центра, до исторического центра, прямо к городу Уфе. И, как уже правильно говорилось, сама Уфа стоит на земле рода Мэн, это стопроцентно верно, есть документы, где, значит, башкиры рода Мэн судятся с уфимскими служилыми людьми, это еще документы 17 века, за озеро Кашкадан, вот прям все это мы знаем, да, это все это окрестности Уфы, это Сипайлово. Но что касается исторического нашего вопроса, все мы, вы хорошо, наверное, знаете историю, кто не знает, вот есть книга, как уже здесь упоминалось, которую мы выпускаем, история башкирских родов, Мэн, здесь все подробно изложено, история в целом рода, его подразделений. В историческом плане все почти что подразделения башкирского рода Мэн, они, в общем-то, примерно понимают, как они находятся, но вот у нас одно подразделение, Сарайлы Мэн, вот есть, так скажем, в этом плане несколько проблемное, в том плане, что если мы будем рассматривать их историю, то увидим, да, что сарайлинцы первоначально, Сарайлы Мэн, первоначально, значит, когда в 17 веке происходило разделение единой вотчины рода Мэн на подразделения между сыновьями Канзафарби и так далее. Вот они получили землю вот, в районе современного Давлекановского района, но их выезды на западную часть Башкирии, на реку Ик, еще, по всей видимости, началось еще в эпоху до русского присоединения, до присоединения к России, поскольку мы уже на реке Ик видим многие подразделения, там, как известно, восточные башкиры выезжали на службу Казанскому хану, это вот, Казанское ханство не имело своих вооруженных сил, и постоянно, в общем-то, им приходилось нанимать конницу, ну, в том числе башкирскую. И вот минцы, исраили минцы, сейчас, как известно, на востоке Татарстана существует более 10 селений рода Сарайлы Мэн, это в основном в Сармановском районе Татарстана. Ну, понятное дело, что они в большинстве своем даже не подозревают, в общем-то, о своем происхождении. Но и у наших сарайлы минцев на территории Республики Башкортостан тоже как бы с этим не все в порядке, поскольку, вернувшись с тех территорий, они, значит, поселились на земле своих соплеменников, как они пишут в своих документах башкир-куль ильминцев и илькей минцев в качестве припущенников, и там прям говорится у своих сородичей, но тем не менее, раз уже вот они как припущенники уже вернулись на свои земли, которые, в общем-то, они потеряли, уже, так сказать, вот произошло вот такое, значит, отделение, плюс у них и язык изменился, как правильно Рашид Агай сказал, находясь в среде минзелинских башкир, они перешли фактически на северо-западный диалект башкирского языка, который, в общем-то, отличался от минского говора и, понятное дело, от современного, значит, башкирского языка. Ну и потом, когда уже в советское время, в 30-е годы, был там введен в школах вот этого региона, вот Благоварский район, Сарайлы-Минцы, Бишбулякский район, Мейкинский район, был введен уже татарский язык обучения, понятное дело, уже произошло уже и смена этнического сознания. Если вы, допустим, в начале 20 века тот же Карим Хакимов, который был, ну, Красный Паша, всем известный, из аула Десян, он как бы, его башкирское происхождение для него было очевидно, и вот, в общем-то, он это все прекрасно знал, то уже в последующем
вот и дюсяновцы, и другие сарайлиминцы, вот у них, значит, произошел дрейф этнического сознания, и вот многие даже, в общем-то, сейчас себя ассоциируют с татарским этносом. Но я хотел бы еще вот что сказать. Над вот их форматированием, над этим всем вот большую роль прилагают определенные, значит, шовинистически настроенные круги в Казани, которые, значит, сгруппированы в институте Марджани и так далее. Вот, допустим, передо мной вот Туган Нарым, Туган Яхларым, автор Амирханов, да? Рукопись книги. Он сам родом, насколько я знаю, из деревни Сарайли, Благоварского района. Значит, сам родом, по происхождению башкир-сарайлиец, но, значит, живет в Казани, работает в Марджани, и вот пишут вот такие, значит, чудеса. Это, в общем-то, фальсификация истории. Вот, допустим, вот, захват земель татар-ногайской орды, татары племени Мин, башкиризация этих земель и так далее. Потом есть вот у него во многих сборниках опубликованы статьи, где, в общем-то, объявляются башкиры племени Мин какими-то татарами, да, то есть, причем, как это нужно доказать исторически, якобы, значит, раз Башкирия входила в состав Ногайской орды, значит, башкиры ногайцы, а уж минцы тем более ногайцы. А ногайцы это кто? А ногайцы это, конечно, татары. То есть вот такая цепочка. Вот, это, в общем-то, называется психоисторическая война, как вот Фурсов, современный российский историк, сформулировал, как она, вот эта психоисторическая война ведется. Она ведется на 3 уровнях: информационной, концептуальной и метафизической. На информационном уровне утверждается, ну, например, что расстрел поляков в Катыни произвел НКВД. Затем переход на концептуальный уровень. Расстрелял НКВД, потому что НКВД это элемент кровавого сталинского режима. Затем переход на метафизический уровень. Сталинизм и гитлеризм это одинаковые формы тоталитаризма. То есть и Гитлер, и Сталин ставятся между ними знак равенства. Мы понимаем, что Сталин, конечно, не подарок, но ставить его на одну, как бы, доску вместе с Гитлером, это уж, конечно, полное искажение и фальсификация истории. И вот сейчас у нас происходит вот такая глобальная фальсификация истории, которая исходит от наших соседей. Я не говорю, что там поголовно от всех, есть там, значит, определенный круг вот такой шовинистов, которые работают над этим. Вот, и доказывается через посредство вот этих, опять, ногайскую карту постоянно разыгрывают. Вот это ногайцы. А раз ногайцы, значит татары. То есть, понимаете, ну тогда бы хотя бы спросили у самих ногайцев, кем они себя считают. Ну, мы были в Ногайстане, с ногайцами разговаривали, они себя считают только ногайцами, совершенно отдельным народом. Поэтому это все далеко не такие, значит, безобидные шуточки. Вот если кто-то думает, что история, ну ладно, ну мало ли что там сказали. Нет. Я уже, как в начале своего выступления сказал, вот тоже вот такие вроде безобидные шуточки, мы помним, да, к чему Германию привели. Это примерно в то же, значит, сродни этому. С историей нельзя шутить, историю надо изучать, воспринимать ее именно такой, какой она есть, опираться сугубо на исторические документы. А по историческим документам, если только мы это все поднимем, то мы видим, сарайли минцы, как и все остальные, значит, подразделения мингов, они себя, значит, и в 19-м, и в 18-м, и вообще всегда во всех документах себя, в общем-то, называли и отождествляли себя с башкирским народом, с башкирским этносом. Вот эти тенденции, они вот усилились в последние годы. Вот, например, в 2016 году, то есть 2 года назад, даже меньше, прошел съезд так называемых татарских краеведов в Уфе, причем в Уфе, под руководством, в общем-то, историка Дамира Искакова. А недавно вот прошла конференция, значит, в мечети Ихлас, приурочили к столетию Республики Башкортостан и к 80-летию, значит, трагической гибели Галимжана Ибрагимова. Галимжан Ибрагимов был противником башкирской автономии. Если бы они проводили бы, значит, Галимжан Ибрагимов как классик татарской литературы, им бы слова никто не сказал. Как литератора пускай рассматривают. Но тут его рассматривают, в общем-то, поднимают как политического деятеля, как идеолога штата Идель-Урал, Объединенной Татаро-Башкирской Республики. И Галимжан Ибрагимов был противником отдельной Башкирской Республики, был сторонником растворения башкир, значит, в общем каком-то котле некой такой тюрко-татарской общества, которую они придумали. Ну, что хотелось сказать. Ну, нужно над этим работать, вот, работать с сарайлиминцами.